Здравствуйте, дорогие друзья. Как обычно, по понедельникам в это время передача «Буква закона». С вами я, адвокат Павел Стаценко, и говорим мы о ваших правах, способах их защиты и обо всем, что с этим связано. Впереди приятные хлопоты, связанные с приближающимися новогодними праздниками, покупки, различные приобретения. И в связи с этим мы решили поговорить о правах потребителя, которые непосредственно будут затрагиваться при осуществлении этих хлопот. Разрешите поприветствовать моих гостей студии, которые решили поговорить со мной на эту тему. Федор Дмитриевич Тумусов, адвокат, коллегия адвокатов-советник, и Максим Викторович Пивовар, также коллегия адвокатов-советник. Итак, тема защиты прав потребителей становится актуальной, как я сказал, уже исходя из этих приближающихся новогодних праздников. Недавно прозвучало громкое достаточно дело, связанное с отравлением продуктами питания, кондитерскими изделиями одной из известных городских фирм. Все это, конечно, напрямую связано с нарушением прав потребителей. Давайте попробуем на эту тему поговорить. И, наверное, первый вопрос связан с тем, какие основные права потребителей, наверное, в практике нарушаются. Прежде чем забыл совсем сказать, что мы работаем в прямом эфире, и телефоны студии 32 00 66 32 11 66. Мы ждем ваших звонков, ваших вопросов, или же ваших историй о том, как вы защищали свои права потребителей на практике. Итак, Федор Дмитриевич, наверное, пожалуйста. Так, что касается поближе маленько микрофон. Что касается прав потребителя, закон вообще довольно-таки широкий и защищает полный перечень, то есть и в долевом строительстве. Мы сегодня говорим о товарах. Так, конечно же, в этой части, наверное, говорить о том, что товар должен быть надлежащего качества, об этом говорить не стоит. Но я скажу о ваших правах по возврату товара. Допустим, вы купили товар, свитер, либо джинсы, или такой определенный товар бытового потребления. Потребитель, даже если товар качественный, он имеет право в течение 2 недель вернуть продавцу купленный товар. Основание может служить, что он не подходит по размеру, по фасону, либо по иному критерию, который товар не считает подлежащим возврату. Но, опять-таки, тут есть один определенный нюанс. Качество товара, самого товара, не должно потерять внешний вид. То есть, товара необходимо... То есть, потребительское качество. Он не должно быть ношенным, то есть не должно быть пятен, упаковка она должна соответствовать первоначальному виду. То есть, конечно, она должна раскрываться. Как же понять, что он по фасону не подходит, или по размеру. Но тем не менее, то есть последующий потребитель, не должен сомниться в том, что этот товар был кому-то передан, кто-то покупал. И, конечно же, должен быть товарный чек находиться у покупателя. То есть при наличии этих оснований продавец обязан либо заменить, если замененный товар не подлежит замене по каким-то индивидуальным параметрам, размера, допустим, нету, предложить дождаться аналогичного товара, либо возвратить денежные средства в том размере, в который они были внесены. Делается это в течение 3 дней, если предоставляется аналогичный товар. Об этом должно быть соответствующее уведомление продавцу. На практике зачастую бывает так, что продавец отказывается, просто наглым образом говорит: нет, не возьму, и уходит. Что же делать тогда в этом случае? Так, алгоритм действий. В первую очередь нужно написать заявление. Заявление абсолютно в свободной форме. Когда купили товар, каким образом, в связи с чем вы возвращаете. Основание должно быть указано по фасону, по размеру, обязательно, вручить это продавцу, но если продавец по каким-то основаниям не избегает вас, не расписывается в заявлении о том, что он получил, можно продавце узнать, где его находится юридически, это на официальном сайте, либо игры налог можно найти, либо иным образом.
направить письмо с уведомлением о вручении. Это обязательно. Почему? Потому что после этих 10 дней право продавца, он должен в течение 10 дней вернуть товар, либо заменить, либо вернуть денежные средства. Если он это не сделает, то, соответственно, у покупателя возникает такое право, как право неустойки. Это довольно-таки большая цена. От цены покупки составляет 3%, ну, и в некоторых случаях 1%. Но это тоже довольно-таки большая сумма, и с учетом того, что это начисляется ежедневно, то есть каждый день просрочки, то это может даже соразмерность неустойки увеличить цены покупной товара. Ну, тут момент-то какой, да, действительно, получается, что у потребителей-то еще есть, значит, право в двойной неустойке, да, когда, если добровольно не исполнил обязанность, в том числе это неустойку, оплатить и выплатить соответствующий товар, то, в принципе, он имеет право в двойном размере взыскать. Да, это абсолютно такое право. Ждем 10 дней, после чего у нас есть два выбора. Это обратиться в Роспотребнадзор, либо же обратиться Фонд по защите прав потребителей, написать заявление о том, что были нарушены такие-то, такие-то права, прошу посодействовать в разрешении данного возникшего спора. Но в том случае, если и Роспотребнадзор, прошу учесть то, что Роспотребнадзор не имеет таких властных полномочий, как обязывать возвернуть товар. Он имеет право содействия, то есть проверить товар на соответствие качеству, проверить продавца на такие или иные, те или иные моменты, да. Но именно обязать вернуть товар он не имеет такого права. Ну и общество по защите прав потребителей. И общество тоже не имеет такого права, но тем не менее общество занимается, я так думаю, более тщательно, и они могут защитить ваши права уже в судебном порядке без вашего участия. То есть вы просто дожидаетесь момента положительного исхода решения суда. Ну, вообще, надо сказать, что даже, в принципе, закон о защите прав потребителей настолько, в общем-то, направлен на именно защиту потребителей, что, в принципе, даже отсутствие товарного чека или там, кассового чека не является основанием для отказа. Да, абсолютно верно. Но на практике же это практически не... Как можно доказать, что ты приобрел товар у этого продавца, если ты не можешь предоставить чек? Кстати, не всегда чеки выдают. Да, есть такой момент, да. Но в этом случае может быть такое, то, что товар может быть приобретен только у одного лица, то есть дистрибьютора, да, допустим. Либо, опять же, свидетельские показания, фотосъемки, то есть перечень довольно-таки широкий, то есть незапрещенные способы доказывания в гражданском процессе. Он довольно-таки широкий, и если обратиться к квалифицированному юристу, он вам объяснит, каким образом защитить ваши права. Ну, да, действительно, можно же использовать и данные видеосъемки с торговых центров. Да, селфи, например, купленного товара. В принципе, кстати, да. Распространенное явление. Да, либо с едой там до отравления, либо что-то. Кстати говоря, наверное, по поводу прав потребителей, связанных с последним трагическим случаем именно отравления пищевыми продуктами, вообще, наверное, актуальность получила новый итог. Мне говорят, что у нас телефонный звонок. Да, слушаю, вы в эфире, говорите. Здравствуйте. 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 Я бы хотела задать такой вопрос. Если купили телевизор, у него гарантийный срок. Нужно ли сохранять тару, коробку, если вдруг его придется сдать? Ясно, спасибо. Тару, естественно, сохранять не нужно, потому что нужно сохранить единственное, что товарный чек и гарантийный талон. Да. В принципе, тара сама по себе, конечно, храниться не обязана. Да. Некоторые продавцы, кстати, говорят о том, что сохраняйте тару, без тары мы не принимаем, но на самом деле это как раз... такой момент в законе не прописан, поэтому нарушение прав потребителя, да, совершенно верно. Да. Так вот, мы говорили об отравлении пищевыми продуктами, значит, именно тортами. Вот сейчас потребители, потерпевшие в данном случае, даже, по-моему, возбуждено было уголовное дело, насколько мне известно, из сообщений Следственного комитета. Какой алгоритм действий вы можете предложить для именно потерпевших? Что им нужно делать, как защищать свои права? Во-первых, изначально необходимо обратиться за медицинской помощью для того, чтобы зафиксировать состояние
То есть это вы имеете в виду судебную экспертизу, да? Для того, чтобы Нет, не определить судебная тяжесть? экспертиза. Ну, в любом случае, после отравления человек обращается за медицинской Ну, помощью. это понятно, не все обратились, да, понятно. Но не все обратились, это понятно. То есть, если обращения не было, доказать в последующем, что был какой-то ущерб для здоровья, достаточно проблематично. То есть, в любом случае, при первых признаках отравления желательно обращаться в медицинские учреждения, чтобы в последующем уже можно было подтвердить факт отравления некачественной продукцией. Ну и опять же, нужно сохранить тот продукт, на который есть подозрение, что вы отравились, для того, чтобы сдать его в последующем на экспертизу для установления, все-таки это ли причина отравления или нет. То есть Роспотребнадзор, опять-таки, рекомендует эти продукты предоставлять им для проведения соответствующих экспертиз. А вот в части того, что, ну, наверное, взыскание, какие именно претензии, наверное, какое обоснование они могут предъявить непосредственно продавцу этой продукции? Ну, ущерб здоровью, понятно, что, наверное, ущерб, нанесенный здоровью, имеется в виду направленный на возмещение этого здоровья, стоимость лекарств и так далее, да? Это будет, наверное, первое. Второе – моральный вред. Вот это самый интересный вопрос, да, который сегодня, наверное, муссируется и в части вообще, наверное, законодательства, в том числе защиты прав потребителей. Какой моральный вред, в общем-то, на какой размер морального вреда они, вот эти потребители, имеют право претендовать? Знаете, размер морального вреда потребитель может указать и сам. Другой вопрос, какая сумма из того, что заявил потребитель, будет удовлетворена. То есть у нас нет какой-то сложившейся практики по возмещению морального вреда по конкретным категориям дел. То есть суды в каждом индивидуальном случае, грубо говоря, определяют по своему внутреннему убеждению, сколько стоит возмещение морального вреда конкретного человека. И не всегда эта сумма соразмерна действительно понесенным переживаниям за здоровье либо своего близкого, либо свое. Потому что последствия могут быть. А вообще, вот сколько средняя, на ваш взгляд, стоимости морального вреда на сегодняшний день взыскивается судами? И насколько это обосновано вообще, в принципе? Федор Дмитриевич. Ну, на сегодняшний день удовлетворение требований о возмещении морального вреда, оно очень минимально. То есть это исходит только из внутреннего убеждения судьи, какие-то нравственные страдания понес потребитель. Ну, какие страдания потребитель понес при покупке кофты, она не подошла размеру. Ну, тут, конечно же, наверное, небольшой. В этом случае, вот именно по поводу отравления, здесь, конечно же, другая степень тяжести. Человек отравился, находился против своей воли в больнице, лечился, тратил определенные средства. Это, конечно же, более тяжелый моральный вред. Надо учесть то, что большинство отравившихся людей были дети. То есть это для них это, наверное, каким-то образом будет отдаваться эхом в будущем. То есть суд должен исходить из этого момента. Тут в каждом случае суд должен подходить и подходит сугубо индивидуально. Ну и по поводу массового отравления, конечно же, в первую очередь, наверное, Следственный комитет признает их потерпевшим, и уже при рассмотрении дела уже по уголовному делу потерпевшие вправе будут подать под гражданский иск в качестве своего возмещения своих требований. Так что советую все средства на покупку лекарственных средств, на покупку даже фруктов, да, проездов в больницу, то есть могут быть возмещены путем взыскания. Все можно подписать под ущерб, причине. Понятно, да. Просто нужно установить, что причинно-следственная связь между покупкой фруктов и нахождением. Даже, в принципе, в дальнейшем лечении, и в санатории, и в каких-то там профилакториях. Если даже есть последующее лечение, если лечение, конечно же, последующее должно быть регламентировано, то есть направление врача. Ну, допустим, кто-то поедет в Турцию, а кто-то поедет по направлению в какой-то санаторий для исправления своего здоровья, то Турцию, скорее всего, не возместят. Как? Ну, Турцию, тем более, уже закрыли, в общем-то. Тем более. У нас есть телефонный звонок. Да, слушай, говорите. Алло. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу задать вопрос потребителю, что я купила ноутбук, да? И он... Алло? Да, говорите. Вы купили ноутбук и... Ага. Так, и он у меня сломался. Через какое время? Так, я на север уехала. Через 3 месяца я привезла обратно сюда. И нет, он работал у меня только 3 дня. Я вот включила, а потом в следующий раз он не включился. И я вот через 3 месяца привезла, да? И они сказали мне, что у вас срок прошел, но у меня гарантия год.
Да, я в этом году купила. И вот они мне сказали, экспертная вот это нужна, да? И я сходила. Респект, и экспорт мне сделал, что там что-то сломалось. Но я на ремонт не давала. А потом я обратно принесла, обратно им принесла вот в магазин, да, и они сказали, что эксперт вам сделал вот заключение, что может ноутбук ремонтироваться, но я не хочу, я хочу сделать возврат, потому что я знаю, после ремонта он все равно не возвращает, нормально не работает, все время нужно делать ремонт. Я хотела возврат сделать, и они мне так и не сделали. Взять, сказали, свой ремонт будет, там, свой эксперт будет сделать заключение, и потом вам, или сделать. Но ремонту я сказала, не хочу сделать, чтобы мне сделали. Я понял. Понятно. Ну, вопрос понятен. Спасибо большое за вопрос. Человек приобрел ноутбук, значит, экспертное заключение дано о том, что ремонт подлежит, вернее, ноутбук подлежит ремонту, значит, вот, а потребитель ремонтированный ноутбук не хочет. Он хочет возврата денег, поскольку мы продали товар ненадлежащего качества. Но, насколько я помню, 2 недели вот эти, они не распространяются, по-моему, ноутбук. Да, пожалуйста. Бытовая техника. Определенный перечень товаров, которые не подлежат возврату. Кстати, входит в этот же перечень технические средства, которые имеют особую сложность. Да. Тут я бы посоветовал, во-первых, обратиться к юристу и понять, в чем же причина поломки ноутбука. И, во-вторых, конечно же, у покупателя, у приобретателя, который приобретает новый продукт, а если у него получается, второй, сломанный, у него нет уверенности, что в будущем этот же товар не подлежит ремонту, не будет ломаться, соответственно, у него возникает сомнение, и хочется человеку либо вернуть деньги, либо купить новый аналогичный товар. Но, к сожалению, это не так-то просто со стороны закона. Отремонтированный ноутбук тоже имеет свойства, как ранее приобретенный ноутбук, соответственно, работает, и для чего он покупался, имеет определенные технические условия, то есть работает, соответственно, довольно-таки проблематично. Но если здесь нет дефекта от производителя, в этом случае товар может быть заменен. Заменен, да. Но тут еще надо сказать, что ремонт сам по себе, даже если ремонт был произведен, он не отменяет гарантийного срока, и даже в дальнейшем продлевается до года, если даже ноутбук выйдет из строя, опять же можно будет здесь обратиться. Проблема возникает в том, что люди иногда приезжают с улусов, с дальних улусов, как потребитель, как через зритель. И возникают определенные проблемы. Хорошо. У нас остается, в принципе, не так уж много времени, но вопросов все-таки очень много. Да? Я бы хотел один момент отметить. Вот как раз по поводу экспертизы. Да, вот среди автолюбителей есть такое понятие, как контрактные запчасти, контрактные двигатели. Здесь, как автолюбитель выражается, вопрос лотереи. Повезет? Хорошо. Нет? Нет. Да? Но на самом деле, с точки зрения закона, это абсолютно неверно. То есть, если человек продает товар, он должен быть надлежащего качества. Но, как зачастую бывает, эти запчасти находятся за пределами города Якутска, например, в городе Владивосток. И бывает так, что товар приходит, устанавливают, а он не работает. Что делать? Звонят продавцу, он говорит, возвращайте, сделаем экспертизу. Он возвращает. Экспертиза выявляет, что товар работает, и все хорошо. Забирайте. Мы его вам отправлять не будем. Он, конечно же, не хочет забирать, но он уже, опять же, товар переедет, установит, он не работает. Да, в этом случае что советую? Экспертизу сделать нужно по месту нахождения покупателя. Здесь сделать экспертизу, а потом отправить. В случае возникновения споров, да, конечно, уже в судебном порядке возможно какие-то призрачные шансы. А там скажут хорошо, а вы совершенно верно, забрать. Вот в преддверии Нового года огромное количество кредитов предлагается, в общем-то, потребителям по различным заниженным ставкам. Но и здесь есть определенные нарушения, могут быть, в части обычно страховых выплат. Да? Максим Викторович, пожалуйста, по этому вопросу. Что касается кредитов, действительно сейчас очень большое множество предложений от различных банков и небанковских организаций, так называемых, быстрые деньги, всякие организации. Здесь подводные камни кроются в том, что банки очень часто навязывают дополнительные услуги, которые, в принципе,
приобретателю кредита не нужны. Страховки, как правило. В том числе страховка, да, также приобретение банковской карты кредитной, с которой можно снимать определенную сумму и так далее. Но что касается страховки, действительно, банки некоторые грешат тем, что у них сумма за предоставление страховки и услуг по этой страховке иногда в разы превышает сумму самой страховой выплаты. Также, что касается кредитных карт, здесь процент, который указан в предложении от банка, да, процент по кредитным картам, он достаточно высок. И здесь в последующем у потребителя может возникнуть проблема, что эти суммы с кредитных карт будут с него взыскиваться. То есть навязывание услуг, в том числе предоставление как кредитных карт, так и страховок, можно обжаловать. И в последующем взыскать деньги, которые вы уплатили сверх того, что вам было нужно. Очень часто банки в кредитную стоимость включают саму страховку. То есть нужно человеку 200 тысяч, ему выдают 250, из которых 50 забирают себе. И человек обязан потом на эти 50 тысяч, по сути, единовременной выплаты на весь срок кредита платить проценты. И сумма, конечно, получается достаточно большой. А некоторые банки у нас грешат тем, что за выдачу наличных денежных средств берут комиссию, которая тоже иногда включается в стоимость кредита. И опять же, полная стоимость кредита вырастает, а потребитель несет ненужные ему расходы. Понятно. Ну, то есть, в принципе, здесь тоже, в общем-то, закон о защите прав потребителя здесь закон работает, да. Он защищает. То есть, это тут надо, когда вы приобретаете кредит, это нужно четко отслеживать. Но главное смотреть документы, там есть ли эти, допустим, навязанные услуги, и тут же обратиться, наверное, за юридической консультацией, потому что в противном случае это может вылиться в серьезную копейку. Банки это массово грешат. Но у нас остается не так много времени, буквально там 2 минуты. К нам поступал вопрос касательно подарочных сертификатов, которые очень массово распространены. Имеется в виду, вот был приобретен подарочный сертификат, а потом вот от покупки отказались. Ну, попросили вернуть деньги. И задавали вопрос, а правомерно это или нет. Ну, вот что вы по этому поводу скажете? Вообще, какой статус имеет этот подарочный сертификат? Подарочный. В данном случае имеет статус договора купли-продажи, но он, поскольку предмета нет, он предварительный договор купли-продажи. Предварительный, да, наверное, больше, да. Да, и тут возникает вопрос, имеет ли право продавец отказаться от исполнения своих обязательств, либо покупатель от своих обязательств. Я думаю, что вполне возможно, поскольку товар еще не приобретен, а какой именно товар приобретен, не было говорено, соответственно, лицо, которое... тут возникает вопрос сторон, то есть подарочный сертификат покупает одна сторона, а может предъявить требования другая, совсем другая сторона, которая получила этот сертификат, да, и в этом случае, конечно, наверное, потребуется наличие той стороны, которая все-таки покупала, поскольку она все-таки заключала предварительный договор, по письменному заявлению продавец обязан вернуть денежные средства. Но все-таки мне кажется, что, наверное, в отношении потребителя, если в отношении, в принципе, предварительного договора, это обязательство в будущем заключить соответствующий договор. А получается, что в предварительном, наверное, такой отказ может быть, если с точки зрения защиты прав потребителей, то, в принципе, наверное, обоснован будет, мне кажется. Вот. Хорошо. Господа, у нас остается 2 минуты. В принципе, я предлагаю обратиться к зрителям и радиослушателям, наверное, с напутствующим словом к тем, кто столкнулся сейчас с нарушением прав потребителей. Пожалуйста. Хотел бы сказать, что если вы считаете, что ваши права как потребителя нарушены, нужно не бояться обращаться за защитой и защищаться самостоятельно всеми незапрещенными законом способами. У нас есть множество организаций, которые вам там помогут. Это квалифицированные юристы на территории нашего города, Роспотребнадзор и Общество по защите прав потребителей. То есть нужно не бояться и отстаивать свои права. Согласен со своим коллегой. Прошу знать и отстаивать свои права. Да, это действительно спасение рук утопающих, наверное, рук дело прежде всего самих утопающих, хотя очень часто руки не доходят до вот таких вещей, если касается небольшой суммы. Наверное, нужно правильно отстаивать, писать. Сейчас очень много инструментов воздействия на это. Особенно фондов по защите прав. Особенно фондов, обществ и так далее. Ну что ж, спасибо большое, господа, за участие в нашей программе. Я надеюсь увидеть вас еще раз в этой студии неоднократно. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. Защищайте свои права, обращайтесь к юристам. Нашу программу вы всегда можете посмотреть на nvkonline.ru в любое удобное для вас время. Ваши вопросы вы можете присылать на сайт advokatstacenko.rf. Будем рады встретить вас
и услышать вас еще раз. Всего доброго, до свидания.